Закира Хабибуллина через 2 дня отметит 74-летие. Говорит, хочет провести его в здравии, а еще прожить долго. Прививки делает каждый год. Последние 5 в мобильных пунктах вакцинации. Грипп – страшная болезнь, конечно, никому. Это осложнения такие, даже к смертельным приходят. И можно осложнения на все органы получить. И поэтому советую прививаться. Я себя очень хорошо чувствую после прививок. Только за час у Козьей Слободы привились 30 человек. В день в среднем один мобильный пункт обслуживает до 150 пациентов. Прям вот караулем, потому что чуть позже уже начинаешь болеть. Но мы легче все вот эти гриппы. Мы гриппом вот делаем не первый год, и не второй даже, и не третий. Но мы вот гриппом не болели. Очень хорошо защищает. Вот ковид был, мы тоже здесь прививались. Вот, защита есть. Ну и вот у меня сестра не привилась с мужем, они в ковид умерли оба. И грипп также дает большую защиту. На вакцинацию ждут в пунктах у 6 станций метро города. В республику завезли первую партию – 781 тысячу доз вакцины. Это российские Савигрипп и Ультрикс Квадри. Первая подходит взрослым, вторая – малышам от 6 месяцев и беременным. Единственное противопоказание – аллергия на куриный белок. Это абсолютное противопоказание. Относительное противопоказание – это острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Ниша эпидемиологическая не может быть пуста. Вот она была заполнена ковидом, а сейчас, к сожалению, будет заполнена гриппом. Поэтому лучше сделать прививку, не болеть. Мобильные пункты вакцинации будут работать каждый день с 8 утра до 7 вечера с перерывом на обед с часу до 2. При себе самое главное – иметь документ, удостоверяющий личность. В этом году на северном полушарии ожидается грипп А и грипп Б с разными подштаммами, говорят специалисты. Самый опасный из группы А – пандемический или свиной грипп, штамм H1N1, а еще гонконгский H3N2. Грипп Б принесет подштамм Виктория. Для гриппа Б характерно позднее начало, то есть он обычно возникает уже в конце эпидемического подъема заболеваемости, в основном. Ну и характеризуется более легким течением, но опять-таки это для обычных здоровых людей. Он также вызывает пневмонию, также вызывает различные осложнения. Сейчас привиться от гриппа бесплатно можно в любой поликлинике в рабочие часы. А вот ковид, по словам специалистов, пока ослабил хватку. Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, она прекращена в связи с нормализацией эпидобстановки, но ковид пока не ушел. То есть он по-прежнему циркулирует, поэтому случаи ковидной инфекции у нас встречаются. Пока на сегодня поставок в рамках государственного контракта вакцины против коронавирусной инфекции нету, и поэтому вакцинация возможна только в платных вакцинальных центрах. От гриппа в республике планируют привить 2,5 миллиона человек. Это 60% населения Татарстана. По словам специалистов, это поможет обрести коллективный иммунитет. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.